прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня утром основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с председателями Сагдийской и Хатлунской областей, ряда районов страны. Глава государства заслушал отчеты председателей Сагдийской и Хатлунской областей, руководителей районов Восе, Рашт, Нуробод и Сангвор. Дал конкретные указания по скорейшему устранению последствий стихийных бедствий, в том числе по восстановлению пострадавших мостов и дорог, оказанию необходимой помощи населению, по возмещению нанесенного ущерба домохозяйствам и пассивным землям. Сегодня председатель Маджлиси Намуяндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматтоир Зокирзода, представители правительства страны и исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан посетили посольство Исламской Республики Иран в Душанбе и выразили сочувствие и соболезнования руководству и славному народу этой дружественной и братской страны в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Саид Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. Было подчеркнуто, что известие о трагической гибели президента Исламской Республики Иран Саид Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета вызвало чувство глубокой скорби у руководства и всего народа Таджикистана. Была дана высокая оценка вкладу и усилиям Саид Ибрахима Раиси в расширение дружественных отношений между Таджикистаном и Ираном, сотрудничество в региональных и международных вопросах. Было подчеркнуто, что народ и правительство Республики Таджикистан в эти печальные моменты разделяют горесть и скорбь дружественной и братской страны. Ее народа выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших. Таджикистан является флагманом в области водных инициатив. Отметим, что в июне текущего года в рамках Душанбинского водного процесса в столице Таджикистана состоится третья международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. В стране осуществляются организационные работы, связанные с проведением предстоящей Душанбинской водной конференции, которая будет проводиться в рамках глобальных инициатив лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по вопросам воды и климата. По словам специалистов, проект программы Душанбинской водной конференции разработан по итогам программы исторической конференции ООН, которая состоялась в марте 2023 года в Нью-Йорке. В настоящее время весьма успешно идет подготовка к третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Подготовка к третьей Душанбинской водной конференции успешно продолжается. К настоящему времени уже проведены 3 заседания Национального организационного комитета конференции. По итогам этих заседаний утверждены основополагающие документы конференции, такие как концепция проведения, структурная программа, поставленные задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами страны по решению всех организационных вопросов и наполнению содержательной части конференции с тем, чтобы провести это важное мероприятие на высоком уровне. Эксперты отмечают, что третья Душанбинская конференция высокого уровня придаст новый импульс в деле достижения целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, Душанбинские водные конференции 2018-2022 годов, а также предстоящие в июне 2024 года создают своевременные и ценные возможности для формирования благоприятной среды и являются платформой для поддержки действий, расширения партнерства, введения политического диалога и обзора реализации программы десятилетия. Рабочая группа правительства Республики Таджикистан, состоящая из представителей министерств и ведомств в целях ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшим жителям, посетила пострадавшие районы Раштского региона. Были проведены беседы с населением. Также в целях ликвидации последствий стихийного бедствия в селе Кучабок Восейского района проводятся восстановительные и берегоукрепительные работы.
В районах Рашского региона в результате обильных осадков в виде ливневых дождей был нанесен серьезный ущерб хозяйствам, жилым домам, мостам и дорогам, а также пассивным землям. Так, на 98-м километре автодороги в результате паводков на реке Ваш обрушился мост. Пострадали различные участки дороги, протяженность которых составляет 600 метров. Ответственные лица рабочей группы правительства Республики Таджикистан, состоящие из представителей министерств и ведомств, ознакомившись с последствиями стихийного бедствия, дали поручение соответствующим ведомствам по скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия. Здесь же состоялись беседы с населением. Было отмечено, что лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания по скорейшему устранению последствий стихийных бедствий, в том числе по восстановлению пострадавших мостов и дорог, оказанию необходимой помощи населению по возмещению нанесенного ущерба домохозяйствам и пассивным землям. В настоящее время уже проводятся восстановительные работы по устранению последствий стихийного бедствия. Также ведутся работы по устранению последствий стихийных бедствий в селе Кучабог Босейского района. За годы независимости, наряду с другими городами и районами страны, столица Таджикистана, город Душанбе, значительно преобразился, стал более комфортным и современным. Дальновидная политика руководства города Душанбе обеспечила наилучшие результаты в развитии ключевых областей, в том числе в сфере промышленности. Промышленность, которая является одним из важнейших секторов, влияющих на развитие национальной экономики, удовлетворяя потребности населения в основных товарах, создавая новые рабочие места и, самое главное, повышая уровень жизни населения, находится в центре политики руководства города Душанбе. Наша столица на сегодняшний день – это динамично развивающийся промышленный город, в котором функционирует около 800 промышленных предприятий. Душанбе фактически является передовым населенным пунктом в реализации стратегической цели ускоренной индустриализации страны, и в этом направлении администрация города постоянно принимает эффективные меры. Только за последние 7 лет по инициативе и указанию лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и в результате образцов председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, было построено и введено в эксплуатацию 90 новых заводов и промышленных предприятий с более чем 10 тысячами новых рабочих мест. Из них предприятия по производству текстильной продукции, кожи, обуви и пошиву одежды, а также по производству строительных материалов, по обработке камня, по производству мебели и электротехнического оборудования, по производству кондитерских изделий, мясной и молочной продукции и многие другие. На предприятиях производится качественная и доступная конкурентоспособная продукция. За последние несколько лет перечень продукции, производимой душанбинскими предприятиями, включая строительные материалы, текстильные изделия, продукты питания и многое другое, стал намного шире, и наряду с удовлетворением потребностей населения страны отечественная продукция также идет на экспорт. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хужбах, новости. Райский сад – так справедливо называют Республику Таджикистан, в которой щедро представлено огромное разнообразие фруктов. Сладкие абрикосы, ароматные персики и душистая айва, сочные яблоки и медовые груши. Чтобы жители и гости страны могли наслаждаться вкуснейшими фруктами, в садах страны дихкани вкладывают все свои усилия, стараясь получить хороший урожай. Муминабадские фрукты отличаются своими прекрасными вкусовыми качествами, сочностью и ароматом, поэтому они пользуются большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. Общая площадь садов в Муминабадском районе составляет 4000 гектаров, но опытные фермеры стараются по возможности увеличивать площади интенсивных садов. По указанию высшего руководства страны в живописном местечке на высоте около 2000 метров над уровнем моря был заложен новый интенсивный яблоневый сад. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью Чилдухтарон Лимитед построили этот современный сад, планируя в будущем увеличить производство вкуснейших горных фруктов.
Климат этого горного края и благоприятные погодные условия гарантируют отличный вкус, сочность и великолепный аромат местных фруктов. В настоящее время на территории сада после интенсивных дождей проводятся необходимые агротехнические мероприятия, в том числе борьба с вредителями и специальная обработка деревьев, которые повысят продуктивность сада. Местные фермеры, понимая преимущества интенсивных садов, планируют осенью разбить еще один интенсивный грушевый сад площадью 1 гектар. Это позволит создать больше рабочих мест и обеспечить местных жителей дополнительным заработком. По словам специалистов, площадь пахотных орошаемых земель этого района составляет всего 1974 гектара. Они закреплены за пайщиками более 4000 фермерских хозяйств для эффективного использования. Принимая во внимание потребности рынка и спрос покупателей, сегодня аграрии уделяют посадке картофеля все больше внимания. Благоприятные природные условия, способствующие хорошему урожаю, также позволяют фермерам получить больше выгоды от выращивания второго хлеба. Важно, чтобы дихкане использовали качественные семена, вовремя проводили необходимые агротехнические мероприятия и были мотивированы прилагать больше усилий для увеличения производственных показателей, обеспечивая фруктами и овощами население страны, способствуя тем самым изобилию потребительского рынка. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.